Прогнозы не всегда сбываются. Папа и мамы в Казани решили не следовать модной тенденции мировых чемпионатов по футболу. В дни игр в столице родилось более 800 малышей. И лишь одного назвали в честь известного футболиста. Знакомьтесь, Лионель. Будет ли в его жизни главным футбол, как у тезки Лионеля Месси, пока неизвестно. Свадеб в столице Татарстана иностранные гости не сыграли. Предложение на стадионе Казань-Арена сделал лишь болельщик из Южной Кореи. Фанаты из-за рубежа охотно знакомились с казанскими девушками, а кто-то даже искал невесту. Эксперты не исключают, что может повториться феномен Олимпиады 80. Вы же знаете, что когда у нас в стране были Олимпийские игры 80-го года, да, нарожалось много детишек. Мы составили топ-3 самых ярких вещей, которые появились благодаря чемпионату мира в Казани. Безусловно, это новый бульвар от станции метро Козья Слобода до улицы Сибгата Хакима. Технически обновлена и территория у Чаши, где проходил фестиваль болельщиков. Город получил подготовленную площадку для мероприятий. На третьем месте граффити, которые почему-то принесли изображенным на них звездам футбола неудачу. Сборные проиграли в Казани и попрощались с чемпионатом. Это, конечно, история. И когда мы там с вами встречались в рамках подготовки, мы часто говорили, что вот мы ее пишем, вот мы ее написали. Футбол принес много ярких, незабываемых эмоций, отмечает Владимир Леонов. Гостям чемпионата так понравилось в столице Татарстана, что они решили обязательно приехать вновь. Все службы и сервисы Мундиаля в Казани сработали четко и слаженно. Надо всем просто сказать огромное спасибо. Бигзур Ахмад. Thanks very much. Можно и так уже говорить, да. В комитете по туризму подсчитали, расходы гостей на территории Татарстана в период чемпионата составили 11,2 миллиарда рублей. Средний чек болельщика за день пребывания – 37 тысяч рублей. Казань посетила 300 тысяч туристов из 36 стран. Приезжали в основном на 3 дня. Рекорд по проживанию установил болельщик из Австралии – 24 дня. Самая популярная услуга – это прогулка на велорикше. Самая популярная точка для фотографий – вот это, в Кремле. Средний чек, если брать рестораны, то это от 1000 до 1500, то есть он не поменялся. А если брать предприятие формата кафе, то это средний чек от 300 до 500 рублей. Кафе и рестораны на чемпионат цены не повышали, отмечает исполнительный директор Ассоциации рестораторов. Наоборот, предлагали дополнительные съедобные комплименты за счет заведения. Шеф-повара разработали новое меню, появилось много новых блюд. Правда, больше всего в Казани болельщики съели все-таки треугольников и выпили тонны пива. Вот этот чемпионат показал, что мы можем сделать намного интереснее, намного больше. Каждое предприятие сейчас, вот они же проводили такой штурм, да, для них это такая нагрузка была, и в то же время возможность реализовать какие-то свои новые фишки, новые интересные какие-то вещи. За 4 недели работы на Мундиале и общения с болельщиками мы подметили одну общую деталь. Каждый гость подчеркивал, что Казань очень гостеприимна. Основной аргумент – здесь живут добрые, дружелюбные и отзывчивые люди. Этот ролик набирает популярность в соцсетях. Бабушка решила создать настроение на улице Баумана и села за уличное пианино. Иностранные болельщики несколько раз просили повторить на бис. А вот примеры доброты и отзывчивости. Казанцы помогли болельщику из Колумбии с особенностями здоровья. У него отказал аккумулятор на инвалидной коляске. О помощи он попросил в соцсетях. Горожане откликнулись, привезли новую коляску. Фанат смог попасть на матч. А вот другой пример. Сотрудники городского пресс-центра помогли спортивному редактору телеканала из Бангладеш Насимулу Хасану вернуть оставленное в такси оборудование – штатив. Я потерял штатив в такси, но не знал номера водителя. Я сообщил об этом сотрудникам пресс-центра. И перед игрой между Бразилией и Бельгией я получил письмо на электронную почту. Мы нашли ваш штатив. Я счастлив. Во время чемпионата в Казани работал городской пресс-центр. Здесь бок о бок трудились журналисты из России и 17 стран мира. Было организовано 42 пресс-конференции, в которых приняли участие 56 спикеров. Много достаточно интересных гостей. Был и мэр, и министр спорта республики, и иностранные гости, и интересные артисты были, руководители культурной сферы.
футбола Татарстана, поэтому работать очень интересно. На телерадиокомпании «Новый век» легла задача оснащения технической инфраструктуры пресс-центра. И телерадиокомпания, на мой взгляд, с этим успешно справилась. Владимир Матвеев отмечает, с нуля построили сеть электропитания. Работали в связке с фирмой ICL, которая поставила компьютеры, с Таттелекомом, который обеспечивал связь, и сотрудниками IT-парка. Специально для зала пресс-конференций была разработана и поставлена система спецосвещения для того, чтобы картинка телевизионная из пресс-конференции была хорошей, красивой, достойной. В пресс-центре проводили интерактивы и мастер-классы. Была организована трансляция матчей и бесплатное халяльное питание для журналистов. Итоги работы телекоммуникационной инфраструктуры на неделе подвел министр информатизации и связи. Все прошло на высоком уровне. Например, в чаше стадиона была развернута уникальная сеть направленного Wi-Fi. Ей воспользовались 70 тысяч болельщиков. Футбольная сказка, увы, заканчивается. Впереди у Казани новый чемпионат. Через год столица Татарстана примет мировое первенство по рабочим профессиям WorldSkills 2019. Сергей Темляков, Роман Безменов. 7 дней.